Это событие можно отнести к разряду сенсаций. Документальный фильм якутской епархии о святителе Иннокентии Вениаминове удостоен высочайших наград сразу 2 престижных конкурсов – 20-го международного кинофестиваля «Радонеж» в Москве и 14-го всероссийского телевизионного конкурса «ТЭФИ Регион» в Нижнем Новгороде. Фильм стал победителем в тематическом направлении «Просветительское и развлекательное вещание». Как возникла идея создания фильма, венчающего 145-летнюю историю якутской епархии? Идея фильма. Вот здесь, пожалуй, самое замечательное, потому что об идее фильма я услышал несколько раз из самых разных людей. Скажу даже больше, я не помню, кто об этом говорил, но, как видимо, это были представители интеллигенции, как видимо, это были думающие люди. Но подтолкнула меня следующая вещь. Я очень много старался ездить по Якутии, и одним из мест непременного посещения любого района, любого города была средняя школа. Я осматривал библиотеки, я общался с детьми, с учащимися школ на самые разные темы. Эти темы были общенравственного характера, исторического характера. И что я тогда обратил внимание? Молодежь практически ничего не знает о святителе Иннокентии. Самый главный святой. Можно сказать, легендарнейшая и высочайшая церковно-политическая, церковно-общественная личность XIX века, так сильно и глобально повлиявшая на развитие республики, почему-то остается в тени. Почему, понятно, идеологический груз XX века, атеистический, богоборческий, вот является тем сдерживающим фактором. Но на сегодняшний день ведь нельзя назвать себя образованным человеком и человеком знающим, если не знать о святителе Иннокентии, если не знать о том, что он сделал, что он за личность, о том, что он в конце концов наш родной и по крови, и по месту служения. И вот это было переломным решением, желание, идеи снять фильм о нем. Я хочу рассказать немножко об открытии, да, вот финала. В общей сложности мы прилетели в Новгород, и там вот было открытие. Мы там получили свой серебряный диплом, который мы не получили в Астрахани еще, и вот мы его забрали. И вышел отец Никандр, он вышел с иконой святителя Иннокентия. Он поздравил Академию телевидения, поздравил всех вот коллег, всех финалистов и преподнес вот в дар Академии от нашего архиерея правящего икону святителя Иннокентия. Пожелал всем удачи, конечно. И вот это вот его слово, оно задело всех. Такого на ТЭФИ не видели. Это просто нонсенс. То, что духовенство принимает участие в светском конкурсе всероссийского уровня, то, что смогли выйти в финал, не телеканал, не студия такая серьезная телевизионная, а вот именно сама епархия вышла. Да еще как бы благословила иконой. Да, и еще благословила всех. Пожелал он всем помощи Божией. Это, конечно, выглядело, это был шок для всех присутствующих. Получилось так, что этот фестиваль отец Никандр благословил вашей иконой, той, которую вы певали благословение. А вот когда вы приступали к этой работе, как автор, как ведущий, как человек, который вот это начал дело, да, вы чувствовали благословение самого? Святитель Иннокентия? Да. А вы знаете, с чего мы начали, собственно говоря, делать этот фильм? Когда мы уже пришли к осознанию того, что мы будем делать, к осознанию того, что этот фильм необходим, и мы все же найдем в себе силы, найдем тех профессионалов и друзей, которые помогут нам его сделать, этот фильм, то первая поездка, куда мы направились, первый пункт нашего путешествия, это были мощи, святые мощи святителя Иннокентия. Это Троица Сергиева Лавра, Успенский собор, там сейчас находится мощи святителя Иннокентия. И первое, что мы сделали, мы просили его благословения. Мы совершали молебен у мощей святителя Иннокентия, мы горячо молились. И первые кадры были сняты именно там. У коллег был шок в плане, что автором сценария выступал сам епископ Роман. То есть это уровень сценария очень высокий, естественно, поэтому мы, собственно, и прошли в финал ТЭФИ.
И, конечно, это не было не замечено, то есть это был шок, как это человек не профессионал смог написать такой сценарий. Это опять-таки возвращаясь к святителю Иннокентию, да, он всегда рядом с нами именно благодаря этому. Ну и сама манера вести, крупный план епископа работает, да, его проходки, стендапы все работают. Владыка Роман сам по себе, он, конечно, очень хорошо смотрится в кадре, и вот когда работает в кадре, замечаний практически нет. Он чувствует камеру. Он чувствует камеру, просто чувствует камеру, чувствует кадр, он говорит всегда без телесуфлера, он прекрасно помнит текст всегда. Как много значит знание материала и стремление его донести. Вот это то, что свойственно всем священникам, а епископ Роман в большей степени. Да. 7 лет, с 1853 по 1860 год, святитель Иннокентий прожил в Якутске, просвещая северные народы своим жертвенным служением. Он старался сделать все для того, чтобы состоялась встреча человека с Богом. В каждом он видел образ и подобие Божие и делал все для того, чтобы состоялась встреча человека с его Творцом. И паства с любовью принимала свидетельство святителя Иннокентия, потому что основано было оно не только на словах, но на всей его жизни. В письме митрополиту Московскому Филарету Дроздову святитель Иннокентий писал: «Усердием якутов ко мне, и, можно сказать, пламенным желанием видеть меня для того, чтобы принять благословение через меня, я чрезвычайно утешался. Доказательством первому служит то, что они задолго из неблизких мест собирались на те станции, где я должен был останавливаться для перемены лошадей. И именно для того, чтобы принять мое благословение, и, приняв онное, крестились и благодарили Бога за то». В 60-е годы в заречных улусах была засуха. Был большой падеж скота. И жители семьи улусов просили у него совершить молебен в местности Тюнгюлю с тем, чтобы пошли дожди. После этого молебна пошли обильные дожди, очень хороший травостой, и они, якуты, благодарствовали. Эти письма сохранились в архиве о том, что он спас от голодной смерти их. Когда в конечном итоге набранный материал начал собираться, то я здесь признателен очень и Анжелике Тупицыной, и Светлане Сивцевой за то, что они услышали мое видение, мою такую самую первую установку. Я не хотел, чтобы этот фильм выглядел церковным, как часть церковной службы. Я хотел, чтобы этот фильм стал доступным. И, собственно говоря, первый вариант фильма, премьерный вариант, он был у нас изменен кардинально, потому что мы его опробовали на аудитории студенческой, и я увидел, что большая часть студентов первый вариант фильма не поняла. И это было большим сигналом к тому, что нужно было вновь и вновь работать над не то что упрощением фильма, а над поиском того языка, который бы поняли все, а особенно молодежь, ибо ради этого делался фильм. И Света, и Анжелика, они уловили это пожелание мое, и, как видите, вот такой фильм получился. Мое желание, чтобы его посмотрели как можно многие, не потому, что вот он уже получил там ряд каких-то наград, нет, а именно потому, что нужно знать святителя Иннокентия, нашего родного святого человека, который для нас дорог, велик и значим. Сам фильм был воспринят на ура. К нам очень многие подходили, говорили, что смотрели нашу работу. Очень хорошая, достойная работа. Действительно, это был вот выход наш в финал. И в дальнейшем победа, она заслуженная. То есть мы действительно получили высокую оценку не только жюри, но и коллег. Сам герой вот этого фильма, святитель Иннокентий, было ли, вот чувствовалось, что это открытие для многих из них? Да, да.
действительно, потому что он же апостол Сибири и Америки, он небесный покровитель всего Дальнего Востока. И это было открытие, такое вот откровение. И вот как отец Никандр правильно сказал на церемонии вручения, что сегодня благодаря вот ТЭФИ просмотры увеличатся и интерес к этой личности, к этому нашему святому. Все-таки во время советской власти вся вот наша история, настоящая история, она была от нас сокрыта, к сожалению. И сегодня мы ее обретаем вновь. Вот благодаря вот стараниями нашего епископа Якутского и Ленского Романа, это вот все возвращается. Люди должны знать правду, народ. Как возник тот же якутский алфавит, кто его разрабатывал, кто стоял у истоков создания и образования, и просвещения в Якутии. Это очень важно. В своих воспоминаниях протоиерей Афанасий Виноградов писал: Отличительной чертой в характере Иннокентия была его неустанная деятельность, доходившая, можно сказать, до страсти к труду. Для него жить значило трудиться. Труд умственный у него сменялся трудом физическим. Привлекая местных умельцев, святитель построил в Якутской области более 20 храмов. Он благоустраивал приходы, открывал церковно-приходские школы по улусам. Находясь в Якутии, святитель Иннокентий был всецело поглощен просвещением веренной ему паствы. Объезжая всю свою огромную епархию, он убеждался в том, что народ Саха сознательно усвоить христианские истины может только на родном им наречии. Родившись на Лене, святитель с детства общался с якутами, поэтому очень хорошо знал их быт, культуру и обычаи. Святитель Иннокентий Саха народун инке кескилин өтө көрөр болан. Тылы чуйдык билер миссионер агабыты Дмитрий Хитрову алпабыты уанна кылгас грамматиканы оңраругар алгабыта. Онтон эме бет сотуркен болан баран святитель көгүләһиннән ытык суруюлары уанна таңара сулуспатын кенигелерин тылбастыр комитеттер бите. Свидетелем переводческих трудов комитета стал известный русский писатель Иван Александрович Гончаров. В книге «Фрегат Паллада» он писал: «Я случайно был в комитете, который собирается в тишине архипасторской кельи, занимаясь переводом Евангелия. Все духовные лица здесь знают якутский язык. Перевод уже в черне окончен. Когда я был в комитете, там занимались окончательным пересмотром Евангелия от Матфея. Встречались греческий, славянский и русский тексты с переводом на якутский язык. Каждое слово и выражение строго взвешивалось и поверялось всеми членами. Один из миссионеров, священник Хитров, занимается, между прочим, составлением грамматики якутского языка для руководства при обучении якутов грамоте». Интересно знать, какие моменты, особенно у тебя лично, вот, трогали и волновали во время съемок? Самый запоминающийся — это вот последний стендап Владыки, он есть в фильме. Мы снимали тогда в Троице-Сергиевой лавре. И Владыке надо было сказать вот этот вот стендап на фоне лавры. И нужно было сказать что-то такое, вот прямо берущее за сердце, за душу. Владыка подумал и вот сказал одним дублем. Это вот стендап, записанный одним дублем совершенно. Проходка его там, да? Нет, он стоит на фоне лавры и говорит о том, что здесь навеки упокоился святитель Иннокентий, наш небесный покровитель, и он там у престола Божия молится за всех нас, и мы обращаемся к нему с молитвой, чтобы помолился и за нас, и за Якутию. И почему он волнительный для меня стендап? Потому что Владыка сказал это вот настолько от души, вот у него, видимо, такое молитвенное состояние было, что он не смог повторить. Мы не смогли снять второй дубль. И вот фильм пошел как есть. И вот здесь, как, кстати, вот этот вот стендап, он у всех вызывает вот такое вот состояние прямо душевной, я не знаю, радости, наверное, да, о том, что вот у нас есть свой святой, и он там, у престола Божия молится за Якутию. Вот он настолько открыто вот это красиво сказал, вот так вот трогая за душу, да, что это передается. А вот ощущала ли творческая группа вот как бы помощь самого святителя Иннокентия?
Ну, здесь Тэфи, без помощи Божией, без святителя Иннокентия это было бы невозможно. Это просто чудо. Из отчета архиепископа Иннокентия Святейшему Синоду в 1859 году. В Якутской области, кроме 2 гражданских училищ, в городах Якутске и Алекме нет никаких учебных заведений ни для якутов, ни для крестьян. Но теперь имеем надежду, что и между якутами начинает развиваться грамотность с появлением на их языке книг печатных и призванием священников обучать детей, прихожан, грамоте. Свято-Троице Сергиева Лавра – знаковое и святое место России. Здесь навечно упокоился святитель Иннокентий, митрополит Московский, просветитель Сибири и Америки. Человек 45 лет, просвещавший светом Христовой истины северные просторы нашей Родины. По учению Церкви он причислен к лику святых, и там у престола Божия отныне молится за всех нас, за весь народ Божий, за Якутию. Мы верим в его предстательство и обращаемся к нему с доверительной и усердной молитвой. Святителю Отче Иннокентия, моли Бога за нас, моли Бога за Якутию.